Здравствуйте, уважаемые участники Межвузовской олимпиады по гистологии. Я от имени руководства Медакадемии и от деканата лечебного факультета объявляю сегодняшнюю олимпиаду открытой. Слово представляется декану медицинского факультета Кыргызского, Российского, Славянского университета профессору Анес Гургенович Зарифа. Друзья, мероприятия многие под сводами КГМА проходят. Ныне ж гистология здесь будет царствовать сама. Предмет серьезнейший по знанию, и в наши юные года хоть Браунова, хоть Тезикбаева мы уважаем, и всегда на этой кафедре, как Меккова, что до сессии конца ценили очень Акылбекова и Скена мудрого отца. В честь этого ученого, учителя, фронтовика, посредством конкурса исконного мы выявили не с кондачка, насколько знают ткани, органы, студенты наших вузов двух, чем их нейроны переполнены, каков команд бойцовский дух. Жюри же тоже постарается, чтобы конкурс здорово прошел. Не зря народ здесь улыбается. Алга, коллеги, всем акжол. Я хотела бы сказать несколько слов о человеке, который очень много сделал для гистологии. Вообще этот человек уникальный, выдающийся. И я думаю, вот Анес Гургенович хорошо знает о Акылбекова Батырбека Цадыковича, он будет со мной согласен. Этот человек, ну, если сказать вот общим словом, да, высококвалифицированный, высокоинтеллигентный был человек. Таких очень мало. Он и по происхождению аристократ, он из донамской семьи, он и по этому воспитанию был аристократ. Человек высокообразованный, высокоинтеллигентный. Почему, кстати, я вас и призываю. Один из тех немногих, кто остался интеллигентным, кто вот перед вами, Анес Гургенович Зарифьян. Я очень уважаю его, и я знаю, великий поэт для нас, великий врач. Члены жюри. Декан медицинского факультета Кыргызского, Российского, Славянского университета профессор Зарифьян Анес Гургенович. Профессор кафедры патологической анатомии Джаналиев Болот Рахманович. Заведующая кафедрой биорганической химии профессор Махмудова Шалдыс Ахматовна. Старший преподаватель кафедры патологической анатомии Давыдов Вячеслав Тумасович.
система. Если знать, я целая поэма. Будто сеточка какая, всюду небо проникает. Я дыхательная система. Без меня у вас проблема. Обеспечиваю газобмен и не требую ничего взамен. Я система пищеварения, чтобы не было несварения, с помощью специфических предметов выделяю волшебное зелье. Я опору телу составляю, ходить, прыгать, бегать помогаю. Я удивительная система, в моем классе целая тема. Я согласен с пустыми, без меня уморляюсь. Я иммунная система, защищаю все системы от врагов и токсинов и чужеродных организмов. Я система кровеносная, я тут вообще-то самая мощная. Я система эндокринная, самая модная и стильная. Регулирую и координирую функции органов посредством гормонов. Моя система половая, самая тут блатная. Мы команда люди Белла, знаем все системы в целом. Чтобы следить и побеждать, нужно гистологию всем знать. Межвузовская олимпиада по гистологии. Кто что приготовил? У кого что есть? О, у меня есть фокус, смотри. Палец был, хоп, палец нет. И снова появился. Мы команда Лига! На экране предоставляется первый вопрос, для ответа дается 2 минуты. Здесь представлены 2 препарата. Получается затылочная доля коры полушарий.
И мы предполагаем, что слепым от рождения был второй человек. Затылочная кора больших полушарий, в ней расположен зрительный центр в шпорной борозде, из-за чего получается зеленистый слой выражен слабо. Из-за того, что там находятся нейроны, и так как он был слепым с рождения, то они плохо развились. А они, по идее, должны пускать сигналы. Нам предоставляется правильный ответ. Получается, у рыбы отмечается постоянная жажда. Значит, его организм требует больше воды. Для ответа вам дается 3 минуты. Нам дан, получается, препарат, это срез щитовидной железы. Ну, как мы можем видеть, здесь она покрыта соединительно-тканной капсулой, от которой, получается, отходят перегородки. Но, как мы можем видеть, она не полностью ее ограждает, можно сказать, и не полностью делит на дольки. И из-за этого железа считается псевдодольчатой. В данном слайде представлен на первом рисунке это срез легкого, второй рисунок это ацинус, третий рисунок бронхи среднего калибра. На первом рисунке выделены квадратиком бронхи среднего калибра, которые имеют 4 слоя. Они имеют, получается, слизистый слой, подслизистый слой, потом фиброзно-хрящевой слой и адвентициальный слой. Медула осис правил король стволовая клетка. У него были сыновья Т и Б лимфоциты. Годы проходили, дети взрослели и становились благородными, умными клетками. Сыновья решили стать опорой и защитой для отца. И создали каждый себе армию. Б-лимфоцит собрал бойцов, лучников, иммуноглобулинов А, дракона, иммуноглобулина Е и великана, иммуноглобулина М. А я так был писарем иммуноглобулином G, который записывал всю историю. Т-лимфоцит собрал гонца Т-хелпера и палача Т-киллера. А границу этой страны защищали доблестные и верные слуги народа макрофаги. И правили они страною дружно. Но в один день в царство вторгся Антиген. Чтобы разрушить мир в этой стране и создать хаос,
после подоспел боеприпасов сил армии, лучников, дракона, великана. Отступление на поле боя армии вызвало сокрушительный урон. Борьба длилась 3 дня и 3 ночи. Силы антигена стали истощаться, что в конце концов он сдался. Он оказался бессильным перед силой армии и дружбой 2 братьев. Антигена заключили в темницу, а страна жила долго и счастливо. Уважаемые студенты, уважаемые наши профессора, очень рады, что вы пришли. Спасибо жюри, спасибо всем студентам, которые участвовали, командам. КРСУ очень хорошо выступила. Мне, например, все понравилось. Я бы вам всем первое место дала. Вручается Шоумар Улу Ахьян. Шариева, да, Эсмира Шахсываевна. Ахмедова Наргиза Растамовна. Первое, это я хотела бы все-таки нашим гостям, это капитану команды КРСУ. Первое место, как сказал председатель жюри профессор Сатурганов, вручается команде КДМА. Уважаемые студенты, все присутствующие, вам огромное спасибо. Сегодня действительно праздник.